Добрый вечер, коллеги. Сегодня мы начинаем вебинар в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков, проживающих в детских домах. Меня зовут Татьяна Асташова, я клинический психолог, психолог-консультант консультационного центра Коми Республиканского института развития образования. Я постараюсь сегодня раскрыть особенности подросткового возраста, рассказать о них в целом, какие моменты присущи всем подросткам, независимо от того, где они находятся, особенности проживания подросткового периода среди подростков, находящихся в детских домах, и наиболее, с моей точки зрения, как человек, который непосредственно работал с такими подростками, продолжает работать с подростками с трудностями в поведении, такие наиболее эффективные направления работы, которые можно было бы использовать, да, такие рекомендации. Будет здорово, если вы будете писать в чате какие-то вопросы. Мне сказали, что есть такая возможность, поэтому будет здорово, если вы ею воспользуетесь, и мы постараемся работать с обратной связью. Так. Подростковый возраст, я думаю, что его границы и особенности, да, знакомы. Мы повторим наиболее актуальные вопросы. Мы понимаем, что подросток находится на границе детскости и взрослости. Это состояние такое вот между, когда ребенок, имеющий твердую опору в виде своей семьи, начинает ее терять для того, чтобы приобрести свою собственную опору в виде своей собственной личности. И вот этот период между один из наиболее трудных периодов. Но это нормативный абсолютно период, через который проходят все люди взрослеющие. Поэтому нужно понимать самое важное, что это период, через который пройдут все подростки, все дети, и поэтому его нельзя избежать. И учитывать, что это временный период, мы можем к нему подготовиться. В этот период относительно послушный ребенок, который воспринимал раньше взрослое влияние как норму, сейчас, естественно, начинает возмущаться. Да? Начинает возмущаться, протестовать против абсолютно привычного уклада, против того, что раньше не вызывало вопросов и не вызывало возмущения и протеста. Лев Семенович Выгодский выделял 13-летний период, 13-летний возраст, как переломную точку кризиса. Тогда, когда ребенок начинает прощаться с детством и начинают проявляться наиболее ярко все кризисные моменты. И далее 14-15 лет субъективно могут восприниматься взрослыми еще как период достаточно трудный для взаимодействия с подростком, потому что он осваивает новые формы взаимодействия с окружающими, и формируемые психологические новообразования данного возраста могут вызывать трудности в общении с ним. Выгодский же в том числе выделял два наиболее ярких пути протекания кризиса. Это кризис независимости и кризис зависимости. Большинство подростков проходят через кризис независимости, именно начиная с 13, где-то раньше, где-то позже лет, который проявляется как раз в ярком протесте, бунте, стремлении ребенка к независимости и к тому, чтобы весь мир увидел, что он взрослый. Вот это одна из наиболее важных жизненных задач на этом периоде для таких подростков. И они хотят, чтобы все взрослые услышали, что они теперь могут справиться самостоятельно. Второй путь протекания этого кризиса – это кризис зависимости. Да? Симптомы абсолютно противоположные. То есть на каком-то этапе подросток в силу повышенной тревожности, общей или личностной, которая практически не корректируется, начинает испытывать страх перед взрослой жизнью, и очень хочется ему остаться еще ребенком. И он в этот момент, в силу определенных, да, вот этих характеристик, может даже регрессировать к более ранним формам детского поведения. И мы можем увидеть его инфантильность, неготовность принимать решения и нести за них ответственность, привязанность избыточную иногда к взрослым и опора на их точку зрения. В дальнейшем кризис все равно пройдет, да, поскольку это нормативный период, который должен пережить каждый человек, кризис все равно наступит. Да, он просто будет чуть позднее, чем
в кризис у тех детей, которые стремятся к независимости. Естественно, нужно понимать, что в зависимости от окружающей среды кризис каждый подросток будет переживать по-своему. Вообще, яркие проявления кризиса подросткового возраста, они обусловлены скорее не личностью подростка, хотя и тут, безусловно, есть свои особенности, а скорее именно реакцией окружающей среды. Да? И чем ярче реакция окружающих и неподготовленность окружающих к переходу к подростковому возрасту, тем ярче протекает кризис. Чем сильнее давление и стремление взрослых вернуться к прошлым, которые были раньше эффективными формами поведения, тем ярче протекает кризис у ребенка. То есть ребенок пытается перестроиться, а взрослые еще не могут перестроиться и используют старые способы воздействия на ребенка. И в этом случае, конечно, кризис может протекать ярче. Хочется затронуть транзактный анализ именно потому, что, с моей точки зрения, это довольно простой способ объяснить причину конфликтов, которые возникают в этот период. Эрик Берн говорил о том, что в структуре личности каждого человека есть 3 состояния одновременно. Состояние внутреннего родителя, состояние внутреннего взрослого и состояние внутреннего ребенка. В чем заключается неконфликтность поведения ребенка до 10-11 лет примерно. Да? В целом такое послушание более-менее, потому что все-таки младший школьный возраст на фоне подросткового довольно латентный период. В чем же проявляется это поведение? Поведение проявляется в том, что, вот смотрите, да, вот здесь на схеме это 2 человека, да, между ними стрелочки, это взаимодействие. В структуре каждого человека родитель сверху, взрослый и дитя снизу. У Эрика Берна где-то дитя, где-то ребенок прописаны, да? Так вот, неконфликтность заключается в том, что примерно до 9-10 лет ребенок не протестует против взаимодействия с родителем, да, с позиции ребенка. И вот ребенка устраивает, что родитель о нем заботится, ребенка устраивает, что родитель знает, внутренний родитель, да, это может быть любой взрослый, и воспитатель, и педагог, и психолог, да. Мы говорим сейчас о внутренней структуре личности, а не о родителе как социальной роли. Ребенка устраивает, что вот этот взрослый в роли родителя, да, заботится о нем, опекает, он знает лучше, как делать, он знает, что должен, что не должен и так далее. До какого-то момента ребенком это воспринимается абсолютно нормально. И вот наступает период, как раз где-то в 11-12 и наиболее ярко в 13, в 7 классе это проявляется, когда ребенок начинает протестовать, потому что его психологическое новообразование, одно из самых важных психологических новообразований подросткового возраста, это как раз формирование чувства взрослости. То есть в структуре его личности начинает формироваться эго-состояние взрослого. И ему хочется показать, что порой он способен вести себя как взрослый. Вот. Но рядом находящийся педагог или специалист, да, он может быть к этому не готов. И он может по привычке использовать, мы очень часто используем автоматические формы поведения по привычке, потому что ранее это поведение было успешно, а соответственно оно закрепилось. Да? Вот. И мы искренне не понимаем, почему больше ребенка не устраивают предыдущие формы взаимодействия, предыдущие игры, какие-то совместные проведения времени его больше не устраивают, он против этого протестует, более того, обесценивает и говорит, что он будет это делать иначе. Да? Какие-то нотки появляются не очень приятные в голосе ребенка. И так далее. То есть он пытается теперь уже из позиции внутреннего ребенка периодически переходить на позицию внутреннего взрослого. Так вот, чтобы не было конфликта, ему важно, чтобы находящийся с ним специалист тоже перешел на позицию внутреннего взрослого. Да, вот как здесь стрелочки нарисованы. То есть, когда ребенок говорит с позиции взрослого, ему отвечают с позиции взрослого. Вот в данном случае конфликта не будет.
Но если ребенок переходит на позицию взрослого и пытается разговаривать с этой позиции, и пытается понять этот мир по-другому, задавая неудобные вопросы, с критическим мышлением, да, а взрослый не перестроился, взрослый пытается с позиции родителя говорить, что он лучше знает, как надо делать, и нечего задавать неудобные вопросы, или, например, нельзя ходить вечером до 8 часов вечера, потому что это страшно. Вот, конечно, тут возникает конфликт, и в подростковом возрасте он очень ярко проявляется. И, конечно, успешность взаимодействия будет зависеть от того, что взрослый перестраивается и в какой-то момент начинает видеть внутри вот этого подростка, еще не окрепшего, желание освоить другие формы взаимодействия, желание научиться принимать решения и нести за них ответственность. Конечно, этому должны научить мы. Он не может родиться с умением брать на себя ответственность, принимать решения. Да? Мы должны научить его это делать для того, чтобы потом с него спросить. Вот. А только вступая в подростковый период, безусловно, у него еще нет таких умений, нет умения целеполагать, нет умения планировать. У него есть желание показать себя взрослым. И то, насколько адекватно будет социальное окружение воспринимать эту взрослость, настолько адекватно он будет ее проявлять абсолютно. Теперь хочется, конечно, перейти к основной нашей теме, да, к пониманию того, что подростки в детском доме существенно отличаются от подростков, которые воспитаны в семье. Зависит от многих факторов, от времени, когда попал подросток, в каком возрасте попал ребенок в детский дом, от того, каков его предыдущий личный опыт взаимодействия с кровной семьей, с родственниками на сегодняшний день, от того, есть ли какие-то дополнительные негативные условия в его жизни и так далее, да, от окружения. Вот. Но тем не менее исследователи, прихожан Дубровина выделяют в результате своих исследований определенные особенности подростков, которые находятся в детских домах. Они уже обладают негативным опытом взаимодействия со взрослыми. Практически все дети, попавшие в институциональные учреждения, уже обладают негативным прошлым опытом. Опытом предательства, а иногда двойного, иногда тройного предательства. И это, безусловно, накладывает отпечаток на особенности взаимодействия ребенка и взрослых людей. Да? Есть опыт агрессии, есть опыт насилия, безусловно, есть страхи и чувство отверженности. Вот это тот багаж, с которым подросток уже идет по жизни. И это нужно учитывать в своей работе. Чаще, к сожалению, они не имеют к моменту переживания кризиса устойчивой привязанности к одному значимому взрослому. Что это значит? А это значит, что нет одного значимого взрослого, с которым подросток может говорить доверительно, которому может задать волнующие его глубинные вопросы, которые начинают созревать к этому возрасту и требуют поиска ответов среди окружающих. И, к сожалению, ответы часто подростки находят не среди взрослых, которые окружают их в детском доме. Яркое противоречие. Безусловно, они хотят в семью. Все дети, находящиеся в детском доме до определенного возраста, да и после подросткового возраста порой этот паттерн сохраняется, они хотят в семью. И при этом они уже к этому возрасту понимают, что это практически нереально. И, конечно, вот этот внутренний конфликт формирует определенного рода психологическую защиту. Обесценивание – это защита. Когда они говорят, что они в семью, собственно, и не хотят, и делать там нечего, они обесценивают. И что их все равно предадут, и верить нельзя. Да, вот эти базовые низшего порядка психологические защиты формируются именно к этому возрасту, когда подросток начинает понимать, что у него практически нет шансов оказаться в семье и в окружении любящих и принимающих его людей. Вот, поэтому вот с этим багажом мы имеем отношение и в личности практически каждого воспитанника, тем более уже этого возраста. Да? Исследования дают нам возможность посмотреть сравнительную характеристику образа «я» подростков, воспитывающихся в семьях и в системе специальных учреждений. Да? Важное обстоятельство. Эти отличия есть. Это первый важный факт. Второе.
Эти отличия не в том, что они формируются позже. Эти отличия в том, что они вообще своеобразно очень формируются. А иногда и не формируются вовсе, да, в ситуации определенных обстоятельств. Итак, что же мы видим? Подростки в семье ориентируются на собственные личностные особенности, собственные личностные возможности. Они знают свои потребности, они умеют понимать, чего они хотят сами. Они слышат окружающих и понимают, чего они сами хотят, и исходят довольно часто из своих собственных потребностей. Так вот, подростки вне семьи, подростки, находящиеся в детском доме, в исследовании, да, все-таки по большей части ориентировались именно на внешнее окружение и на такую стратегию, как приспособление. Они научились понимать и ориентироваться на реакцию взрослых. И вот это первостепенно в выборе того поведения, которое у них на сегодняшний день сложилось. Они практически не умеют ориентироваться на свои внутренние потребности и не умеют четко сказать, чего они хотят в итоге получить своим поведением на самом деле. Следующее отличие – это то, что подростковый возраст, он предназначен для того, чтобы интенсивно становился образ «я», да, появлялось чувство взрослости, появлялись собственные ценности. Для этого ребенок обесценивает все то, что было принято раньше в подростковом возрасте. Так вот, подростки в детском доме довольно часто кризис переживают таким образом, что у них есть потребность в формировании ценностей, но они, поскольку не опираются на свои потребности, они не могут опираться на свои собственные ценности. Вот у них трудность. У них нет одного значимого или там, нескольких значимых, да, взрослых, которые транслируют какие-то определенные жизненные ценности, к которым может потом, как к опорному моменту, прийти подросток. Вот нет тех ценностей, к которым он стремится. И они формируются хаотично. Да, и потому в этом возрасте еще может быть абсолютно стабильна та сторона, которая формируется у подростков, которые находятся в семье. Следующее отличие – это яркая выраженность, собственно, подростковых характеристик. Да? Кризис независимости у детей, которые воспитываются в семье, протекает ярко. Они пытаются говорить о том, что хотят иметь свою точку зрения, что они хотят продемонстрировать, что они взрослые. Они пытаются найти точки взаимоотношения с окружающими. Вот. Здесь же подростки в детском доме немножечко могут в этом отношении своеобразно проходить этот момент, да? То есть не соответствует развитию некоторых сторон образа «я» возрастным характеристикам. И мы говорили о том, что это может быть регресс к предыдущим формам поведения, и истерики, и какие-то требования внимания и заботы, и немножечко инфантильное поведение, да, которое может быть продиктовано определенными личностными особенностями и страхами и тревогами, которые есть внутри личности подростка. Следующее отличие – это ориентация на прошлое и будущее с учетом настоящего. Подростки в семье могут ориентироваться на прошлое. Они довольно много в семье говорят о прошлом семьи, о том, каков большой круг родственников, какие они своеобразные, да, выстраивают разные генеалогические такие истории. Это помогает им опираться. И опираться в том числе при личностном самоопределении. Да? Опора на прошлое, знание своего прошлого дает нам опору, принятие этого прошлого. Да? И кроме того, они очень много, глубоко и индивидуально говорят с родителями о своем будущем. Поэтому в этом отношении они, конечно, живут сегодняшним днем, но они знают свое прошлое и, опираясь на него, планируют свое будущее. Вот этой характеристики существенно не хватает у детей, находящихся в детских домах. Они очень слабо ориентируются на прошлое, либо пытаются отказаться от него, либо принимают его в искаженном каком-то варианте, глубинно не зная причин того, что произошло в кровной семье. Вот. И, естественно, у них практически отсутствуют глубинные, индивидуальные личностные беседы по поводу планирования собственного будущего. И поэтому вот они стараются жить сегодняшним днем, да, желаниями, мыслями, ценностями сегодняшнего дня.
Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, опору им искать гораздо труднее, чем детям, которые находятся и воспитываются в семье. Следующее отличие – это то, что подростки в семье обладают широтой профессиональных представлений и умеют ориентироваться на более отдаленное будущее. Да? Это тоже формируется благодаря тому, что дома с родителями они имеют возможность достаточно глубоко и индивидуально, опираясь на свои особенности, говорить об этом. Да, подростки вне семьи, подростки, воспитывающиеся в детских домах, в данном исследовании показали узость профессиональных представлений, очень узкие представления о том, какие существуют профессии, несмотря на те усилия, которые осуществляют специалисты в рамках профориентационной, профконсультационной работы. Тем не менее, данные подростки очень трудно в исследовании показали свое умение соотносить сегодняшние достижения и свое будущее профессиональное самоопределение. Более того, исследователями приводится пример, когда мальчик в детском доме, имея определенные успехи в изучении химии и биологии, интерес к медицине, был уверен, что он пойдет учиться на автомеханика, потому что другого он себе представить не мог. То есть вот он опирался на тот большой опыт, который есть у других выпускников детских домов, да, и считал, что это вообще нормально, и мечтать о том, что можно быть врачом, да, для него казалось невозможным. Вот. И даже когда ему говорили, что у тебя действительно есть талант, и можно его использовать, но для него гораздо важнее было не соотносить свои достижения и свое будущее профессиональное, да, а жить сегодняшним днем. Вот он просто по опыту других знал, что вот этот путь уже пройден, и это гораздо проще. И поэтому дальше загадывать без как раз внутренней опоры, да, на осознание того, а кто будет сопровождать его на этом пути. Совсем мало примеров, когда дети поступают в высшие учебные заведения, достигают каких-то высот. Вот таких примеров детям не хватает. Вот, поэтому они боятся загадывать и живут сегодняшним днем. Подростки в семье обладают конкретными представлениями о ролях в семье, эмоционально положительно оценивают роль мужчины и женщины в семье. Да? Несмотря на прошлый опыт, безусловно, но тем не менее, те дети, которые воспитываются в семье, указывали на более положительное значение мужчины и женщины в семье и понимали, какие эти роли, какая у них ответственность и чем они друг от друга отличаются. Подростки, воспитывающиеся в детском доме, они тоже очень эмоционально оценивали роль мужчины и женщины в семье, но при этом вот их негативный опыт воспитания в кровной семье накладывал определенный отпечаток. Да? Если эта семья была асоциальна, то в первую очередь в анкетах они писали то, что женщина, например, не должна пить, не должна курить, она не должна ругать детей, да? А, собственно, вот такой глубинного понимания роли женщины в семье, да, на самом деле нет. Это довольно поверхностное представление, и это может сказываться на то, почему в дальнейшем, да, семьи не всегда успешно создаются такими детьми. Еще очень важное отличие, которое отметили исследователи, это развитый познавательный интерес у детей, воспитывающихся в семье, и стремление не только в учебной ситуации, но и в обычной ситуации показать, что они обладают определенной сообразительностью. Да? То есть в рамках там каких-то интересных заданий они действительно проявляли любознательность, они действительно не только в рамках учебы, но и в других видах деятельности стремились показать свою сообразительность. Им было интересно познавать новое, расширять кругозор, да, теоретические какие-то аспекты изучать, что дает им возможность решать задачи второго уровня формализма. Да, то есть вот это вот абстрактное мышление и способность решать задачи в уме развивается гораздо более высокого порядка у таких детей, да, и вот дети, находящиеся в детских домах, продемонстрировали низкий познавательный интерес, да, вот, а чаще всего они говорили о том, что учебные задания нужно выполнять ради оценки, либо для того, чтобы похвалили воспитатели, специалисты,
учителя в школе, да, но если это не учебная задача и она не заканчивается оценкой, отметкой или похвалой значимого взрослого, то она не вызывала интерес у таких детей, да, то есть вот самой познавательной активности практически такие дети не демонстрировали, за очень редким исключением, что позволило все-таки противопоставить данные формы взаимодействия. Специалисту важно осознавать явные недостатки системы. Да? Мы должны понимать, что нахождение в детском доме само по себе уже определенный недостаток и практически всегда накладывает негативный какой-то отпечаток на развитие ребенка. Это нужно учитывать, не идеализировать условия, а стараться нивелировать те последствия, которые могут повлиять на жизнь такого ребенка. Да? Вот эти исследования в области психологии сиротства, проведенные и Дубровиной, Мухиной, Семья, и Прихожан, и Толстых, другими учеными, далее я источники оставлю, да, что практика институционального воспитания, то есть воспитание в специальных учреждениях для таких детей, не всегда способствует успешной социализации и адаптации к жизни в обществе. Да? Вот это проблема, которая на сегодняшний день пока достаточно актуальна. Направление воспитательной работы, на которые просят обратить внимание данные авторы, да, специалисты, исходя из результатов исследований, которые мы с вами сейчас, с которыми познакомились сейчас. Да. Первое – это стимулировать процесс рефлексии, самопознания, то есть вот как раз формирование образа «я». Да, при помощи групповых индивидуальных бесед, безусловно, то, что делают все специалисты, поощрение ведения личных дневников, да, это те аспекты, которые помогают научить ребенка именно проводить рефлексию, именно проводить анализ собственного поведения, собственного эмоционального мира. Да, обсуждение результатов диагностики личности. Да, очень важно научить детей видеть причинно-следственные связи и использовать для этого любые возможности. Если мы проводим диагностику, то мы имеем возможность обсудить ее результаты с ребенком, с подростком, которому крайне важно узнавать себя, и это тот момент, который может поспособствовать как раз установлению доверительных отношений. Когда он понимает, что с нашей помощью он может познавать себя глубже, может разобраться в своем эмоциональном мире гораздо глубже, может задавать вопросы и получать на них адекватные ответы. Вот это может способствовать формированию доверительных отношений и профилактировать какие-то нежелательные формы и способы реагирования в подростковом возрасте. Важно обращать внимание на развитие автономности представлений подростка о себе. Да? Для чего? Для того, чтобы кроме стратегии приспособления и реакции на поведение окружающих взрослых, у ребенка формировалось и представление о своих собственных потребностях и своих собственных интересах. Да? Не просто «я хочу», да? А вот «у меня есть потребность такая-то», потому что, да, когда мы учим подростка аргументировать свою точку зрения, а для этого хотя бы у него должна быть возможность высказаться и обсудить. Вот как раз не хватает иногда времени, иногда сил, ресурса у специалиста, да, обсудить, просто обсудить точку зрения, а не просто на корню, да, пытаться ее убрать. Ну и пытаться удерживать два способа отношения к воспитаннику. С одной стороны, это целостная личность, а с другой стороны, это конкретные способы поведения и поступки. Да, целостная личность, как и каждый из нас, не может обладать только положительными качествами и сторонами. Безусловно, у нее есть и теневая сторона. И у нас она есть, и у подростка она есть. И поэтому иногда в обсуждении вообще подросткового возраста мы начинаем именно с тех сторон, которые нам не очень нравятся, с теневых сторон. Вот. Ну, важно понимать, что это абсолютно нормально. Да? Отрицательные стороны – это те моменты, над которыми нужно работать. А для того, чтобы работать и что-то менять, нужно их осознавать и анализировать. А те положительные стороны, которые есть, это как раз те моменты, на которые мы можем опираться, работая с негативными сторонами. Да?
Специфика профориентационной и профконсультационной работы тоже, безусловно, да, исходя из результатов исследования, вот необходимо формировать более далекую перспективу, развивать широкий круг интересов, связывать сегодняшние достижения ребенка с тем, что в дальнейшем это может дать. Да, это могут быть более глубокие, более индивидуальные беседы, более такая запрограммированная профконсультационная работа, когда именно конкретные особенности конкретного воспитанника, да, ложатся в основу обсуждения перспектив его будущего. Но тут важно сказать, что вот мировая практика показывает, что наиболее эффективно осуществляется воспитание таких детей в разновозрастных группах, там, где есть разновозрастные дети. Да, это то, что поспособствует, конечно, закреплению положительного поведения, да, то, что позволяет им усваивать образцы поведения старших и проявлять те свои личностные особенности, которые нельзя проявить, например, в группе, где примерно дети одного возраста. Вот. Поэтому это стоит учитывать, и если нет совсем разновозрастных групп, да, тогда можно это проводить в рамках другой какой-то работы, мероприятий, которые поспособствуют, да, проявлению у подростков той заботы, тех каких-то их положительных качеств, которые, безусловно, у них есть. Да? Нужно учитывать, что потребность в одиночестве, она присуща всем подросткам, она просто необходима им для развития личности, для развития самосознания, как раз для формирования рефлексии, анализа собственного поведения и чувственного мира. При этом мы должны понимать, что воспитанники детского дома, безусловно, испытывают огромную перегрузку в общении. Они постоянно находятся в окружении кого-то, и у них практически не бывает возможности побыть наедине с самим собой. Потом они уже и не всегда умеют это делать, потому что нет такой практики. Хотя эта практика действительно необходима. Групповые формы работы от этого могут страдать, потому что подросток и так постоянно находится в группе в детском доме, он практически не находится один. Поэтому если, например, подростки, воспитывающиеся в семьях, они стремятся к групповым занятиям, как одному из виду общения, да, к которому они стремятся в этом возрасте, да, то подростки в детском доме могут испытывать негативные отношения к групповым занятиям. Именно потому, что порой они устают вот от такой информационной перегрузки и от перегрузки общения в целом, да, от перегрузки взаимодействия постоянные в разное время суток. Поэтому вот мы должны стараться таким образом организовывать взаимодействие с ними, чтобы у каждого из них была возможность каким-то образом с этой информационной перегрузкой справляться и выбирать время, способы, какие-то возможности для уединения. Вот это вот очень важно. Ну и следующее, на что стоит обратить внимание, по мнению авторов исследований, это учитывать, что при всей важности проведения мероприятий, да, в детском доме, все-таки мы должны помнить, что это дом. А дом — это не всегда праздник. Очень важно, чтобы все-таки фоном этих праздников была нормальная, спокойная домашняя жизнь. Да? Мероприятия, они должны решать конкретные задачи, направлены на достижение определенных конкретных целей. И мы должны понимать, зачем мы проводим эти мероприятия и зачем они нужны, особенно подросткам, которые начинают протестовать порой против этих мероприятий. Вот, да? Но нам нужно понимать, какие конкретные задачи это позволяет решить. Но в целом они должны понимать, что мероприятия проходят редко и на фоне довольно спокойной, нормальной, обычной жизни. Что еще касается взаимодействия с подростками, специалисты детского дома должны понимать, что они работают всей своей личностью. И их отношение к самим себе, их отношение к жизни, их жизненная позиция играет существенную роль в тех отношениях, которые они формируют с подростками. Поэтому, безусловно, очень важно
разобраться сначала в себе, да, понять, чего мы хотим конкретно от данного вида деятельности. Работа в институциональных учреждениях довольно трудная, специфичная, она способствует эмоциональному выгоранию. Вообще любая профессия, человек способствует эмоциональному выгоранию. А тут не просто человек, да, а тут еще и специалист, и дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Дети, которые в специфичных условиях воспитываются, и поэтому это способствует гораздо более раннему эмоциональному выгоранию, и именно поэтому тут важно заботиться о себе для того, чтобы потом проявить заботу об окружающих. Да? Что хочется сказать, что может возникнуть на фоне работы в таких учреждениях две крайности. Первая крайность – это излишняя эмоциональность, когда человек готов посвятить себя детям и подарить любовь каждому ребенку. И другая крайность – это когда у него отсутствует эмоциональное проявление вовсе, да, когда он уже научился какой-то ставить барьер, да, это своего рода защитный механизм против выгорания и саморазрушения, безусловно, но с одной стороны барьер защищает, с другой стороны он не позволяет быть эмпатичным и не позволяет быть здесь и сейчас в разборе и анализе эмоционального состояния подростка. Вот это очень важно понимать, да, и это состояние абсолютно не способствует установлению доверительных отношений, потому что подростки гораздо более внимательны к нашему эмоциональному состоянию, нежели к тому, что является содержанием наших высказываний. Вот тут у меня пример Станиславского, который в какой-то момент своей актерской деятельности понял, что ему стало страшно. Да? Это был момент, когда искусство театра перестало дарить ему радость творчества, когда вместо искусства началось ремесло. Да? И вот когда человек понимает, что нет больше сердечных живых затрат, то это тоже признак эмоционального выгорания, с которым нужно работать. И с подростками работать крайне трудно. И для того, чтобы взаимодействие с ними было эффективным, мы должны оставаться эмоционально ресурсными. Да, эмоциональное выгорание часто возникает у людей, которые первоначально как раз спасали детей. Да? То есть вот внутреннее ощущение спасителя детских душ, вот оно может как раз и привести к очень быстрому эмоциональному выгоранию. Да? Оно всегда начинается со слов «кто, если не мы?». Это нужно учитывать. В данном случае важно понимать, что излишняя эмоциональность – это не полезно ни ребенку, ни взрослому. Взрослый в данном случае становится донором, а ребенок становится потребителем. И эта альтруистическая готовность отдать всего себя на служение детям, оно на самом деле не учит ребенка сопереживать, не учит его заботиться и понимать эмоциональное состояние другого человека. Оно учит его использовать. Да? И причина этому только наше поведение и наше состояние. Да, поэтому на это важно обратить внимание. Вот. Ребенок не учится любить сам, да, когда мы его этому не учим. Именно поэтому важно с определенной периодичностью каждому специалисту проводить ревизию своего собственного эмоционального отношения к себе, к работе и к воспитанникам. Я здесь привожу пример теста цветовых отношений. Цветовой тест отношений, да, могут быть использованы и опросники другие, и проективные методики, и рефлексия, но очень важно понимать, что нужно своевременно заботиться о себе. Это более ценно, нежели выгореть на работе, не давая пользы подростку. Вот этот тест мы, да, в несколько этапов его с педагогами проходим, с педагогами, которые работают с подростками, да, для того, чтобы понять на самом деле истинное внутреннее отношение к подросткам. Да. Этот тест может проводить специалист детского дома для воспитателей не для того, чтобы оценивать, а для того, чтобы дать качественную обратную связь воспитателям, да, и искать причины неэффективного взаимодействия
в данном случае с каким-то конкретным подростком, да? Вот. Потому что внутренние эмоциональные отношения не всегда отслеживаются самостоятельно педагогом, да, и порой нужен взгляд со стороны. Это очень важно для того, чтобы сформировать эффективные паттерны поведения. Направление работы с подростками, которые давали на практике результативность, это, безусловно, арт-терапия, потому что подростки очень хорошо на нее откликаются. Она как будто бы не про вопрос-ответ, да, когда они имеют возможность замыкаться и не давать развернутые ответы, а тут про то, что они в момент работы при осуществлении арт-терапевтических каких-то техник, да, они не чувствуют какую-то угрозу, да, они чувствуют себя в безопасности, они же просто рисуют, они просто слушают музыку, они просто выбирают какую-то карту. И вот это позволяет создавать доверительные отношения. Если специалист грамотно и умело это использует в своей работе, то это дает возможность как раз при не очень развитых коммуникативных навыках подростка найти общий язык. Да, и найти точки соприкосновения. Ну и в дальнейшем, конечно, арт-терапевтические техники важно использовать для того, чтобы научить подростка справляться со своим эмоциональным состоянием в ситуации, когда данного взрослого рядом нет. Да? Научить, как использовать музыку, научить, как использовать изотехники в ситуациях, когда необходима самопомощь. Элементы КПТ или КБТ, как сейчас говорят, да, потому что behavior, поведение, как кальку переводят. Тут важно выделить когнитивный компонент и поведенческий компонент. Если мы начнем с когнитивного компонента, то мы будем работать с иррациональными убеждениями подростка, которые привыкли обобщать, ну, конечно, безусловно, вслед за взрослым окружением, но тем не менее. Да? Иррациональные убеждения, основанные на обобщении, на катастрофичности происходящего. Нам важно научить подростка выделять конкретные неуспехи и конкретные достижения. Если мы выделили конкретный неуспех, вот у меня не получается решать задачу с дробями, номер задачи, да, и так далее, то мы понимаем, что нам нужно делать. А когда мы говорим, что я в математике ничего не понимаю, и у меня все плохо, да, мы не понимаем, с чем работать. Вот это очень важно, научить самого подростка выделять вот такие вот нерациональные, да, или иррациональные мысли и переводить их в разумные. Следующее – это помогать определять автоматически неэффективные реакции, например, в ситуации драки, в ситуации, когда кто-то обидел и так далее. Мы очень часто закрепляем автоматическую эффективную реакцию. Очень важно научить подростка в этот момент переключаться на другую форму поведения. Это нужно тренировать. Дальше это, конечно, подкреплять желательное поведение своевременной реакцией, поощрения и поддержки. Да? Вот очень важно помнить, что наказание ничего не формирует, оно только может остановить нежелательное поведение. Если мы хотим формировать какое-то поведение, в том числе брать на себя ответственность, в том числе принимать какие-то решения, в том числе, например, сформировать поведение, да, вставать утром по будильнику, дальше я покажу один из примеров такой работы, да, то мы должны понимать, что это должно работать при позитивном подкреплении. Оно должно быть по правилам определенным, оно должно быть значимым для подростка и своевременным, как и наказание должно быть значимым и своевременным. Анализ поведения – один из наиболее эффективных способов работы с трудными подростками. Да, в данном случае, мне кажется, это важный аспект, который нужно освоить специалистам, работающим с подростками. Пример коррекции нежелательного поведения на примере использования анализа поведения. Да, например, что мы делаем? Наша задача провести анализ конкретного нежелательного поведения подростка и выявить мишени воздействия. Да? И определить примерные способы работы с этими мишенями. Вот этому нужно научиться, потому что это навык наблюдения за подростком, навык анализа подростка, который должен исключать эмоциональные оценки и наши обобщения. Он должен включать в себя только простое, объективное, фактическое описание поведения подростка, без наших интерпретаций. Ну вот приводится пример, да, трудности утреннего подъема в детском доме. Довольно часто и на практике сталкивалась довольно часто с таким, что
воспитанники подросткового и юношеского возраста, да, игнорируют утреннее пробуждение. В той или иной степени, мне кажется, что с этим сталкивались все специалисты, работающие в детских домах. Да? Что мы видим? Вот наблюдаемое поведение – это то, как мы умеем проводить анализ поведения без оценочных суждений, а просто с точки зрения описания. Да? Мы описываем конкретные действия, конкретные реакции, конкретные слова и так далее. То есть то, что мы видим, слышим и наблюдаем, да? Без наших внутренних интерпретаций. Вот. Значит, мы записываем наблюдаемое поведение. И дальше выстраиваем, да, с разных точек зрения, какие можно найти мишени, на которые нужно воздействовать, да, и примерные методы воздействия на эти мишени. Да. Посмотрите, если вот на теории функциональных систем основываться, то потребность ребенка показать собственную значимость, да, может быть таким образом не реализована. А что мы можем делать? Да? Поручить этому ребенку будить остальных. Мы дальше подумаем о том, какова конечная цель и каковы подцели, и будем целенаправленно двигаться. Вот. Но я думаю, что специалисту, которому интересно работать с нежелательным поведением, которое очень часто встречается у подростков в детских домах, вот очень важно освоить одно из таких направлений, да, вот подход анализа поведения, АБА, как мы говорим. Ну и очень важно, конечно, использовать комплексный и командный подход, безусловно, каждому специалисту. Да, вот с этими детьми очень важно понимать, что мы не можем его разделить и решать какие-то конкретные узкие задачи с ним. Да. Это всегда будет комплексный подход, а значит, всегда все специалисты должны быть в курсе того, что происходит. Очень важно научиться, да, выстраивая маршрут развития ребенка, маршрут воспитания его, приходить всегда к единым требованиям в любых ситуациях. И это снижает и тревожность ребенка, что в дальнейшем, конечно, безусловно, позитивно скажется на профилактике девиантного поведения, да, и собственно, на нашу эффективность, когда он четко понимает, что есть единые правила, единые требования, и все специалисты, они работают в команде. Да, вот тут гораздо труднее подростку манипулировать нами, гораздо труднее выдвигать какие-то неадекватные ситуации, требования. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно, важно работать, используя именно и поддержку, и помощь других специалистов, и воспринимать друг друга как единую команду. Да? Пусть это будет не один значимый взрослый подросток, но хотя бы одна значимая команда, у которой одни общие цели и задачи. Да? Наша задача не провести только свое занятие хорошо. Наша задача конкретная – способствовать тому, чтобы данный подросток был успешен в обществе в дальнейшем. Да, и вот тут наказание, конечно, далеко не единственный способ воспитания. Наша задача сформировать эффективное поведение. А для этого, конечно, нужна командная работа. Ну, очень важно внутренне понимать, что если способы взаимодействия с подростком сегодня неэффективны, то это проблема. Но при этом нужно понимать, что проблема с научной точки зрения – это задача. А значит, да, если есть проблема, значит есть задача. Задача – изменить свое поведение, изменить окружающую среду таким образом, да, потому что это не только про ваше поведение, это про поведение других специалистов в команде, это про окружающую обстановку, да, то, что в комнате ребенка, соседи, то, что его окружает, квартира его, да, то перед нами задача, да, изменить вот всю окружающую обстановку и наше поведение, в том числе таким образом, чтобы в ответ изменилось поведение подростка. Да. Изменяя подростка, но не меняясь самим, будет очень трудно чего-то достичь. Ведь его поведение – это реакция. Реакция на те стимулы, которые даются окружающими. Именно поэтому мы можем наблюдать, что в разных ситуациях и с разными людьми реакция подростка может быть абсолютно различной.
Вот. И в этом отношении, конечно, меняя стимул, мы получим изменение реакции. Но для этого, конечно, нужно научиться наблюдать и анализировать, и четко понимать конкретные, абсолютно конкретные ставить задачи, чего мы хотим добиться в итоге. Да? Что значит развить, например, коммуникативные умения у данного подростка? Про что мы конкретно? Про то, что он, например, умеет утром здороваться. Вот конкретное коммуникативное умение. И вот над этим поведением мы работаем определенный период времени. Да? Научили его утром говорить «доброе утро», вставать по будильнику. Работаем дальше, например. Да? Взаимоотношения со сверстниками, взаимоотношения со взрослыми. Вот. То есть конкретные абсолютно выделяем мишени работы и меняем конкретные условия. Только понимая такие конкретные задачи, мы можем быть полезны и себе, и подростку в дальнейшем. Да, здесь я представила ту литературу, которой пользовалась при подготовке к данному вебинару. Безусловно, это и про особенности подростков в целом, про особенности воспитанников детского дома и про то, каким образом использовать поведенческий анализ для коррекции нежелательного поведения во взаимодействии с подростками. Да. Угу. Вот. Сейчас, если у вас есть вопросы и комментарии, я на них отвечу. Угу. Ну вот, поскольку я не вижу вопросов, тогда мы с вами, наверное, будем завершать. Я думаю, что презентация останется, и вы можете ею пользоваться. Да, спасибо большое за внимание, спасибо большое за вашу активность. Я думаю, что тема очень актуальная, и, безусловно, всем специалистам, имеющим отношение, нужно вырабатывать какие-то новые способы взаимодействия, которые будут более эффективны.